Сегодня уже третий день принудительной мобилизации на войну, на ту самую войну, которую развязала банда ФСБ во главе с Путиным и Патрушевым и Шойгу, ну и еще с другими товарищами. В 1999 году, когда банда ФСБ рвалась уже окончательно захватить власть в России, они взорвали дома. Один в Буйнакске, два в Москве, один в Волгодонске. И в Рязани были задержаны ФСБшники, когда уже были взорваны 4 дома, и вся Россия искала чеченских террористов. Тогда они уничтожили 307 русских. До этого тоже были теракты, которые проводила эта же банда. Но когда в Рязани были задержаны двое сотрудников, двое мужчин и одна женщина, тогда всем и Патрушев сказал, что это были учения и никакой не сахар, а после этого закончились эти теракты, да, взрывы домов резко перестали происходить в России. И этот единственный террористический акт, который был засекречен на 75 лет бандой ФСБ. Мы все знаем эту историю. Кто постарше, те прекрасно все это знают и помнят. Многие не хотели верить, что это может быть, что ваша ФСБ, ваш президент могут такое сделать. Но это так. И у русских был договор со своей властью, с этой бандой ФСБ, что банда ФСБ от имени русского народа, помните, когда эти взрывы произошли, Путин сказал, что это не вызов только государству, только там армии и полиции, это вызов всему российскому народу. Тем самым он попросил вас помочь. А помочь в чем? Помочь в утоплении в крови бедный, многострадальный мой чеченский народ. И вы пошли топить в крови. Это как в том анекдоте. Не там, где потерял, искали, а там, где светло, удобно. И вы пошли топить. И вы все молчали. Многие знали вы, что чеченцев убивают просто так. Да, работала сильно машина пропаганды. Те, кто особо не вдавался в эти подробности, верили этой пропаганде. Но по большому счету умные люди среди русских знали, что это сделал ФСБ. Но вы промолчали. Вы промолчали даже не столько, сколько убийство, геноцид очередной чеченского народа, сколько тех самых 307 русских женщин и детей, которые спали в своих домах, убили. Вы их предали. Но я сейчас не хочу вас обвинять в этом трудное положение для вас. Я сейчас не для этого записываю это видео. У вас был с ним договор, что вы не лезете к ним, они не лезут к вам. Они вам разрешают зарабатывать какие-никакие деньги, вы им разрешаете разграблять всю Россию с условием, что они вас не трогают. Да, можно убивать чеченцев, можно убивать грузин, сирийцев, украинцев, но вас не трогают. Подленькая, да, позиция, но она работала. В Чечне же, в Чеченской республике Ичкерия, произошло немножко по-другому. Ваша бандармия совершила страшные преступления, военные преступления, преступления против человечности, акт геноцида, акт агрессии в начале. И чеченцам поставили, как и положено ставить условия заложнику и террористам, поставили условия жизнь в обмен на лояльность. Те, кто не был согласен быть лояльным таким страшным преступлениям, таким страшным бандитам и террористам из банды ФСБ, да и вообще быть с вами, с россиянами, те были убиты, изгнаны, посажены, дискредитированы. Остальные согласились на эти условия и просто замолчали. И поставили какого-то придурка Кадырова, который позорил чеченский народ и веселил русскую публику. Теперь же и условия и для чеченцев, жизнь в обмен на лояльность нарушена, вот это условие, вот этот договор между террористами и заложниками. И между вами, русские, нарушен этот договор. Причем он нарушен и намного жестче, ведь ваше положение было лучше, чем у чеченцев, лучше, чем у многих, у всех народов, проживающих в вашей богом проклятой стране.
Теперь вас собираются мобилизовать до 1,5 миллиона. 1 миллион на фронт и около полумиллиона для того, чтобы обеспечивать тылы и так далее. Украинцы готовы. Я давно слежу за тем, что делают украинцы, дружу с ними, общаюсь, наблюдаю за всем процессом, анализирую. Украинцы готовы. Теперь они будут уничтожать вас на расстоянии 150-100 километров, 300 километров. У них есть такие возможности. Ленд-лиз даже еще не начался. И фактически ваши тела против современного американского западного оружия. Как вы думаете, если вы не могли справиться с нами, чеченцами, 1-миллионным народом так долго, сможете ли вы справиться с 40-миллионной Украиной, за которой стоит весь мир? Нет, не сможете. И я обращаюсь к русским, к россиянам. Все первые, кто будут туда идти, а эти мобилизованные нужны только лишь для того, чтобы банда ФСБ во главе с Путиным, Патрушевым, Шойгу могли оттянуть конец свой и как можно больше продавить руководство Украины для переговоров. Ну, руководство Украины, Генеральный штаб Украины не будет с вами разговаривать, пока вы не освободите все земли. А все земли освободить, это значит признать поражение банде ФСБ и Путину лично. А это потерять им власть. А это люстрация, это рассекречивание КГБ архивов, это уголовные дела против самых одиозных террористов из ФСБ и ГРУ. Поэтому этим миллионом на фронт и 500 000 в тыл для обеспечения мобилизованных не ограничится. Ведь этот миллион можно будет перемолоть. Сейчас уже уничтожено больше 55 тысяч убитых. И если исходить из цифры 1 к 3 раненым, то почти все 200 тысяч, которые туда зашли в начале так называемой специальной военной операции, уже уничтожены. Это говорит о том, что вашими телами, вашими трупами будет усеиваться вся украинская земля. И чеченскими, большому сожалению, и чеченскими, нашими телами, потому что мы оккупированы вашей страной, с вашего молчаливого согласия, русские. И теперь вам, которые поставлены на грань выживания между жизнью и смертью, а первые это почти 100% смертники, которые будут туда, вот первые мобилизованные, которых сейчас набирают. Ведь набирали уже, и насильная мобилизация, скрытая мобилизация идет давно. И зэков уже отправляли, и всех бомжей со всех вокзалов, со всей России уже отправлено. Что только не делали, и обманом, и деньгами, и так далее, не получается. Нету желания украинцам сдаваться или проигрывать вам. Нет у всего мира желания проигрывать, уступать вам, и никто вам не уступит. Я призываю русских, кто еще имеет хоть капли здравого смысла, чести, совести, достоинства, оказывать сопротивление, не идти на эту войну, прятаться, сжигать военкоматы, делать все возможное, вести активную информационную, пропагандистскую работу и восстать, я призываю русский народ. Ведь вы были теми, кто говорил, что вы тут самые главные в этой России. Ну, покажите, насколько вы главные. Не отдавайте ваших сыновей на смерть. Не отдавайте их туда, где они будут убивать абсолютно невиновных людей, которых они уже убили очень много. Только в одном Мариуполе 87 тысяч гражданских убито. Поэтому я призываю к русским, призываю к россиянам. Выходите, не стойте, не молчите, женщины. На вас, на русских женщин держалась Россия всегда. Теперь ваши сыновья, братья, отцы, они будут отправлены на смерть, на
практически стопроцентная смерть. Все, кто пойдут туда в первых группах, которые будут туда отсылаться. И так будет происходить до тех пор, пока Украина не сдастся или вы не восстанете. Поэтому, а Украина не сдастся, мир не сдастся, то вы вынуждены будете восстать. Так лучше это начинать делать сейчас, а не ждать, пока первый миллион или первые 100 тысяч человек погибнет. Я призываю делать все возможное, чтобы не дать осуществить эту мобилизацию. Я призываю к акту гражданского неповиновения. Никто не должен уходить на работу. Никто не должен подчиняться, слушать, выполнять указания вот этой преступной террористической власти. Эта власть уже засиделась. Банда ФСБ должна быть отодвинута от власти. Спецслужбы не должны управлять государством. Тем более такая опасная террористическая спецслужба, как ФСБ. Нужно рассекретить архивы. Мы должны вернуться к 1991 году. Рассекретить архивы, наказать виновных КГБ, ФСБ, ГРУ. Все те, кто убивал чеченцев, грузин, сирийцев, украинцев. И первых они убивали русских. Вашими руками они убивали нас и убивали еще вас, чтобы разозлить на нас, сказать, что это сделали мы. Сказав, что это сделали мы. Это конец, я уверен, рано или поздно, когда пойдут огромное количество трупов, рано или поздно вы очухаетесь, вы проснетесь. Вы должны это сделать сейчас, конечно, не ждать, пока первые трупы пойдут. Рано или поздно вы свергнете эту власть. И мы все свергнем эту преступную ФСБшную власть. Я желаю удачи, успехов всем, кто выйдет против этой власти, ФСБшной, преступной, террористической власти, которая убивает не только настоящее, не только нашу жизнь, она убивает наше будущее, будущее наших детей. Меня зовут Аслан Арцуев, я правозащитник, и я вас призываю, выходите на митинги, сражайтесь, сжигайте эти военкоматы, сжигайте все необходимые документы, чтобы вас никак нельзя было мобилизовать. Даже вам дать оружие нет у этой власти. Это как в 1941 году по одной винтовке на 5 человек будет так в Украине. Сейчас уже кто воюет в Украине, у них нету ни бронежилетов, ни касок нормальных, ни питания, ни одежды, ничего фактически нет. Вас на фронт будут просто заваливать мясом, вашим мясом. Проснись, русские, теперь ты не можешь сидеть, спрятавши голову в песок. Теперь пришли за тобой. Вчера приходили за мной, сегодня за украинцами, а вот сейчас уже настала твоя очередь. Пусть восторжествует справедливость. И пусть будет суд над террористами из ФСБ и ГРУ. Всего хорошего, друзья.